В Крыму продолжается чествование ветеранов Великой Отечественной войны. В 40-х годах на фронтах самой кровопролитной войны погибло много героев, которые сражались за мирное небо над нашими головами. И те немногие, которые остались живы по сей день, достойны почтения и уважения. Представители общественной организации «Хрым-Бірлігі» навестили ветеранов Великой Отечественной войны Бахчисарайского района. Шахия Бибулаева родилась в 1924 году в селе Дуванкой под Севастополем. С 16 лет ее зачислили в полк, где она помогала военному врачу. Месяц спустя она попала в плен. В партизанском отряде была подпольщицей. Там она проработала до 1944 года. Когда будете расформировать партизанларын, bu kızın bir yerге жібермең, бізден берабер, бізден кітер Севастопольге освобождение. Сон бұл Витятин келді, с кем останешься, с нами или туда? Я дедім, поеду туда дедім. Өзіміздің койын көрерім хоть дедім. Первый мені жіберділер разведкаға Қаралес койыне. Бар шурочка бақ, немслер қайда? Нияққа отступать етелер. Мангупын түбінденім, есам бақ, это промой через Бахчисарай или Сюренщик. Было даже такое, что Шахие Ханум пришлось жить с заключенными. А затем из-за болезни молодая девушка попала в больницу. Спустя время Шахия Бибулаева сбежала из госпиталя с целью найти родных, которых, как и весь крымско-татарский народ, выслали в Узбекистан. В 1945 году ей все-таки удалось отыскать мать, бабушку и сестру. Как оказалось, они жили в Чустском районе. После того, как Шахия Ханум снова обрела семью, она начала работать медсестрой в больнице. Келді приказ одноязычных людей под границей турецкий вал, деді. Всех людей эвакуировать, деділер, не переселение, эвакуировать надо, деді. Потому что только оставить среди многих людей, деді, будет, деді, экстремисты, деді, мы не будем победителями. Одноязычных людей убрать под границу Турции, деді. Там не то, что только крымские татары были. Много наций. Еще из Сухума даже взяли турецкий язык. Из Сухума, батумские переселенцы тоже были в Крыму. Всех, в общем, на большую землю Узбекистан деділер. Только полицейские добровольские семьи выселять трехдневный сроком 500 килограмм вещами, сказал. Сейчас Шахия Ханум проживает в селе Хамашлы Бахчисарайского района. В своем доме она выделила комнату, в которой хранятся все ее воспоминания, фотографии, картины и заслуженные награды. Ей, как ветерану Великой Отечественной войны, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была подарена квартира в Севастополе. В скором времени Шахия Ханум планирует переезд. Мне экспонаты это опять, если я оставлю это как память, вот это мой деревня, это вечно здесь останется. Это буду подарить для будущих прорастающих молодежи. Новые люди вы сегодня, новая эра, новый закон, новые правители. Теперь это воля ваша. После представители организации Хрым-Бірлігі направились еще к одному ветерану войны, Серверу Усманову. Его детство прошло в деревне Календа Балаклавского района. В 19 лет Сервер Усманов отправился на фронт. В 1943 году Сервер Харбаба попал в облаву немцев. Его посадили в Севастопольскую тюрьму. Спустя несколько дней погрузили на пароход и перевезли в Румынию. Там Сервер Усманов прочувствовал всю тяжесть лагерей. Сервер Бей вспоминает: однажды всех людей погрузили в вагоны и вывезли в лес. Узнав, что в лесу есть партизаны, Сервер Ага организовал побег. Сейчас ему 93 года. Он проживает с сыном и его семьей в селе Холмовка Бахчисарайского района. Представители общественной организации Хрым-Бірлігі навестив ветеранов вручили нужные подарки, которые, несомненно, пригодятся в быту. Отмечают, обязанность молодого поколения помнить подвиг наших героев. За 25 лет мы не знали, где живут наши ветераны, где живут наши инвалиды. Мы сегодня посетили две семьи, в которых, значит, инвалиды войны. Одна инвалид войны, значит, наша Абибулаева Шефихапте. И в Холмовке вот посетили, уже были
были там у, значит, нашего дедушки. Надо знать таких людей. Вот, например, шеф Хапте — это кладезь того, что столько всего она знает, столько прошла, столько мучений. И ведь никто ее не знал. Слава Богу, вот мы, Аллах хашкур, увидели, послушали ее. Правда, а ей как приятно. Она живет, она еще будет жить тем, что вот мы ее почтили. Ветераны Великой Отечественной войны – пример мужества и патриотизма. Подвиг этих людей будет жить в веках. Ферида Халикова, Эдем Исмаилов, телеканал Милет.